Школа фермера – это новые знания и опыт, которые позволяют запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. Наши фермеры в большинстве своем практики, которым требуется помощь в подготовке документации и отчетов. Только в прошлом году более 100 владельцев личных подсобных хозяйств оформились в качестве фермеров. Поэтому такие начальные школы, особенно в плане получения господдержки, сегодня очень востребованы. Как правильно вести хозяйство, как правильно оформить заявку на получение кредитных средств, как правильно оформить отчеты, как организовать персоналом, коллективом. Как раз таки в сегодняшней нашей программе «Школа фермеров» получат наши фермеры, которые сейчас принимают участие в образовательной программе, они получат эти навыки. Тут на курсах школы фермера их обучают именно в правильности, в обосновании ценообразования своей продукции. Ценообразование, если правильно, четко выставлено, она будет рассчитана на получение прибыли, исходя из правильно составленной себестоимости продукции. Поэтому школа фермера она нужна. Формат обучения в школе фермера похож на профессиональную переподготовку. Чтобы стать фермером, нужно иметь очень много разных навыков. От определения своей ниши, грамотного подбора семян до ведения бухгалтерии. Школа длится 2 месяца, 150 часов лекций и 100 часов практики. Таких моментов очень много правовых и в плане том, что пакет документов, когда начинаем собирать, в этом у нас загвоздки начинаются. Даже если ты знаешь, в каждом семинаре мы узнаем что-то новое. Даже если там знаешь, но чей-то опыт нужен. Слушатели закрепят лекционные знания во время практики на агропредприятиях республики. Лекции ведут преподаватели Тувинского госуниверситета, опытные предприниматели, представители Россельхозбанка и госструктур. Я думаю, то, что такие школы фермеров стали, реализовываться, это очень здорово. Потому что это дает возможность лучшим, слушателям этой школы потом реализовать уже свои собственные индивидуальные проекты. А я думаю, что сегодня это очень важно, актуально для всех. И я надеюсь, что этот проект продолжится и дальше, а мы будем активными участниками и партнерами. С каждым годом регионов, участников федерального проекта Россельхозбанка становится больше. В Туве в качестве приоритетных направлений обучения в этом году выбраны растениеводство и технология переработки мяса. Сегодня очень приятно, что у нас участвуют как уже состоявшиеся фермеры, и так же фермеры, которые только собираются создать свои личные подсобные хозяйства и споки. Слушателям желаю получения новых знаний, и также мы их будем рады видеть в приложении «Свое родное» по реализации их фермерской продукции. После обучения и успешной сдачи экзаменов слушатели школы получат официальные дипломы государственного образца. Также у дипломированных фермеров появится возможность получить помощь в составлении бизнес-плана и подаче заявки на грантовую поддержку. Мадар Сандан, Буян Кулар, Айдана Сенденма, Тува 24.